Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки! Поздравляю вас и наших маленьких слушателей Международным днем защиты детей. Наша сегодняшняя встреча посвящена вопросу сохранения детского здоровья. Мы сегодня ответим на следующие вопросы. Почему дети болеют чаще взрослых? Как на самом деле выглядят признаки иммунодефицита? Почему родители боятся делать своим детям прививки? Зачем нужна вакцинация? Насколько она безопасна? В каких случаях бывает осложнение вакцинации? И прежде чем ответить на эти вопросы, я должна рассказать вам о самом понятии иммунитет и механизме его работы. В народе говорят: здоровье как погода, пока хорошее не замечаешь. Зачем родителям, не медикам, нужно знать об иммунитете? Анализ состояния здоровья населения во всем мире показал, что врачам не удается сделать здоровыми население без информирования, знания о его собственной природе, о причинах возникновения болезней, о путях восстановления и поддержания нормальной деятельности всех органов и систем организма. Сегодня неосведомленность населения относительно этого вопроса остается высокой. Чтобы успешно заниматься вопросами сохранения здоровья детей, необходимо разбираться в этих фундаментальных понятиях. Ежедневно миллионы враждебных бактерий, вирусов, грибков и паразитов пытаются проникнуть внутрь и нанести непоправимый вред нашим клеткам и органам. Для борьбы с ними возникла одна из наиболее древних систем человеческого организма и живых организмов вообще – система иммунитета. Она работает по очень простому принципу – свой-чужой. Свои нормальные клетки помечены специальными маркерами, благодаря чему они остаются нетронутыми, а все, что не происходит контроль, подлежит уничтожению. Это касается не только микробов, проникающих извне, но и своих клеток-мутантов, которые врачи называют опухолевыми или же раковыми клетками. Итак, иммунная система объединяет органы, ткани и клетки, обеспечивающие иммунитет, то есть защиту организма от генетически чужеродных антигенов, которые поступают извне или образуются в организме человека. То есть антигены – это чужеродные агенты и вещества, которые распознаются нашими лимфоцитами. Свойствами антигенов обладают многие агенты – бактерии, вирусы, паразиты, их продукты жизнедеятельности, белки, полисахариды, клетки-мутанты, раковые и искусственные полимерные соединения. Таким образом, функцией иммунной системы является распознавание антигенов, специфическая реакция на них, нейтрализация, разрушение и выведение из организма. Вся система иммунитета условно делится на два типа – врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет. Врожденный иммунитет, или же его называют неспецифический, потому что настроен на борьбу со всеми видами возбудителей. А приобретенный называется также специфическим, потому что работает строго с тем организмом, который вызвал конкретное заболевание на данный момент времени. Ребенок находится в утробе матери в стерильных условиях, потому что он защищен от окружающего мира полостью матки, а все питательные вещества и кислород поступают к нему через плаценту, которая фильтрует кровь от всяких ядов, токсинов, бактерий и вирусов в том числе. Получается, что до момента ребенка защитную функцию на себя берет мама. Но что происходит после родов? Все дети, абсолютно все дети рождаются так называемым врожденным иммунитетом.
то есть генетически запрограммированной способности бороться подавляющим большинством возбудителей. По аналогии с развитием мозга, процесс созревания иммунной системы продолжается у ребенка многие годы. Развитие иммунной системы, начавшись где-то на второй неделе внутриутробного периода, продолжается на протяжении периода детства, который включает также подростковый возраст, примерно до 16-17 лет. В процессе роста ребенка и развития его иммунной системы выделяют критические периоды, связанные с особенностями иммунитета, максимальным риском развития парадоксальных реакций иммунной системы при встрече с антигенами. Первый критический период – это первые 28 дней жизни. Иммунная система новорожденных находится в состоянии физиологической депрессии. Недостаточен в этот период неспецифический иммунный ответ, чувствительность к инфекциям очень высока. Наблюдается низкая продукция интерферона, которая определяет слабую противовирусную защиту. Организм ребенка защищен исключительно только материнскими антителами, полученными через плаценту и с грудным молоком. В это время очень важно сохранять грудное вскармливание. Дети, находящиеся на грудном вскармливании от рождения до полугода хотя бы, гораздо реже болеют и растут крепкими. Каждая капля материнского молока ценна для малышей, ведь с молоком в детский организм поступают антитела к заболеваниям, перенесенными ранее матерью. Высокая концентрация иммуноглобулинов класса А в первом грудном молоке, которое называется молозивом, при вскармливании распределяется в полости рта, желудочно-кишечном тракте, верхних дыхательных путях, обеспечивает малышу полноценную защиту. Таким образом, иммунитет ребенка, не болея сам, знакомится с целым спектром болезней. Второй критический период – это примерно где-то 4-6 месяцев. Утрачивается пассивный иммунитет, полученный от матери, в связи с разрушением материнских антител. Период, когда формируется собственный активный иммунитет. Дети подвержены острым респираторным вирусным инфекциям, кишечным инфекциям, пищевым аллергенам в связи с недостаточностью иммуноглобулинов А в слизистой оболочке кишечника наряду с повышенной проницаемостью кишечной стенки и нуждаются в дополнительных факторов, например, вакцинации для поддержки иммунитета. Третий критический период – это второй год жизни ребенка. Ребенок в этот период активно познает мир. Собственный иммунный ответ организма ребенка на большинство инфекционных антигенов остается неполноценным, преобладает синтез иммуноглобулинов М, сохраняется физиологический возрастной дефицит продукции одного из наиболее важных для антибактериальной защиты субкласса иммуноглобулинов G. Местный иммунитет остается недостаточным, и в этот период могут проявляться атопический диатез, чувствительность к инфекциям высокая. Четвертый критический период в развитии иммунной системы – это 6-7 год жизни. Уже накоплен активный иммунитет, сформированный благодаря перенесенным инфекционным заболеваниям и вакцинации, но возможно возникновение острых процессов и хронических заболеваний. В крови уменьшается абсолютное и относительное количество лимфоцитов. В этот период уровни иммуноглобулинов М и Ж приближаются уже к уровню взрослых, но уровень иммуноглобулина А остается более низким. Содержание иммуноглобулинов Е достигает максимума в сравнении с другими возрастными периодами.
отражая высокий риск паразитарных инвазий и аллергических реакций. Система иммунорегуляции приобретает черты зрелости. Развитие системы местного иммунитета еще не завершено. Чувствительность к инфекции высока. Пятый критический период наблюдается в подростковом возрасте. У девочек с 12-13 лет, а у мальчиков с 14-15 лет. Наблюдается бурная гормональная перестройка. Наблюдается пубертатный скачок роста, так называемый, который сочетается с уменьшением массы лимфоидных органов, а начавшаяся секреция половых гормонов служит причиной супрессии клеточных механизмов иммунитета. Резко возрастают внешние, часто неблагоприятные воздействия на иммунную систему, например, такие как употребление психоактивных веществ, алкоголя, курения. Перейдем к вопросу, как защитить наших детей от различных заболеваний, которые наиболее часто встречаются в периоды детства. Что такое вакцинация? Во время вакцинации в организме ребенка вводятся безобидные антигены, безобидные фрагменты антигенов, можно сказать, которые являются частью микроорганизмов, вызывающих болезни. В ответ иммунная система вырабатывает защитные клетки, лимфоциты, которые продуцируют антитела. При попадании живого микроба иммунная система уже готова предотвратить заболевание. Другими словами, вакцина – это поход в фитнес-центр для иммунной системы. В настоящее время национальный календарь России включает в себя вакцинации против 13 инфекций: против вирусного гепатита В, гемофильной инфекции, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, который в народе называют свинкой. Календарь профилактических прививок также по эпидемиологическим показаниям предусматривает также вакцинации против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, тулеремия, холера, чума и другие. Таким образом, прививки предотвращают рост заболеваемости, инвалидности, смертности от этих инфекционных болезней. Какова статистика по заболеваемости привитых и непривитых детей? За редким исключением, непривитые болеют, а привитые не болеют. При вакцинации живыми вакцинами, например, от кори, паротита и краснухи, примерно у 3–5% привитых детей не вырабатывается иммунитет и их прививают повторно. Убитая вакцина обладает более низкой эффективностью, не дают пожизненного иммунитета. Как пример можно привести коклюш. Привитые дети не болеют примерно до школьного возраста, потом могут начать болеть. Но коклюш у привитых протекает легко, часто даже не диагностируется и протекает в виде бронхитов. Почему родители боятся делать прививки? Недоверие к прививкам родилось много лет тому назад вместе с первыми вакцинами. Например, много лет тому назад думали, что у людей от прививок вырастали рога и копыта. В дальнейшем пугали друг друга онкологией, которая якобы вызывает прививки. Потом начали говорить о том, что от вакцинации страдает иммунитет. Никакие факты это не подтверждают. Как говорит очень известный детский врач, профессор Владимир Кириллович Таточенко,
Данные факты основаны на суеверии, на особенности человека оценивать непосредственно явление и недооценивать будущее. То есть родителям страшна местная краснота, но не страшна корь через 2 года. Детей прививают в течение первого полугодия жизни, да, основные прививки получают, и все, что с ними случается в этот период, понос, насморк, кашель, стараются связать с прививками. Но есть одно очень мудрое правило, про которое говорит тот же профессор Таточенко: «После не значит поэтому». Этот метод, то есть метод вакцинации, известен уже несколько сотен лет. Благодаря широкому внедрению вакцинации в мире была полностью ликвидирована натуральная оспа, инфекция, от которой в средние века погибало население целых городов и стран. Каждая вакцина проходит долгий путь от фундаментального научного исследования и идеи до практического применения и клинической практики. Так как в последующем вакцина будет применять на значительной популяции людей, то старается ее сделать максимально безвредной и учитывает все побочные эффекты. Можно ли делать прививки детям со слабым иммунитетом? И как говорит тот же, я цитирую профессора Таточенко, который является самым главным экспертом по части вакцинации у нас в России, иммунитет – это как хвост у Винни-Пуха. Он или есть, или его нет совсем. То есть не бывает слабого иммунитета. Есть очень редкие заболевания, при которых иммунная система имеет дефект. В остальных случаях перенесенное респираторное заболевание или прививка усиливает иммунитет. Не надо сравнивать иммунитет с автомобилем. То есть, если у автомобиля сломалась подача топлива и он не едет, такого с иммунитетом не бывает. Наоборот, чем больше нагружаем иммунитет, тем лучше он работает. Почему же дети после года жизни обычно болеют намного чаще? Объяснение очень простое. Как вы поняли, у них просто заканчиваются мамины антитела, и теперь им нужно научиться вырабатывать свои. И все это будет протекать в виде все новых и новых циклов: заражение, болезнь, выздоровление, до тех пор, пока не накопится критическая масса иммуноглобулинов к большинству возбудителей, циркулирующих вместе, то есть вот в регионе нашего проживания. Поэтому обычно это выглядит следующим образом. Ребенок практически до садовского возраста защищен мамиными антителами. Кроме того, он в основном находится дома или на улице и избегает прямых контактов с больными людьми. То есть заболеть он может, как правило, это бывает редко и протекает не очень тяжело. Но как только вы отправляете его в садик, начинает просто караул. То есть, как жалуются многие мамы, 3 дня ходим, месяц болеем. Болезни сыпятся, как из рога изобилия, и кажется, им не будет конца. У нас вот есть даже синдром часто болеющего ребенка. Но это только в российской педиатрии. Например, в таких развитых странах, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Германия, Франция и так далее, считается абсолютно нормальным явлением, если ребенок болеет 6, 8, 10, 12 раз в год. Просто не надо раздувать из мухи слона, потому что ребенок знакомится все новыми инфекциями, которые циркулируют в регионе проживания, и ребенок начинает вырабатывать собственные антитела. То есть с момента посещения детского садика ребенок накапливает активный иммунитет.
так как иммунитет приобретается после перенесения инфекционного заболевания. Существуют доказательства, что раннее знакомство ребенка с наиболее распространенными возбудителями заболеваний положительно сказывается на формировании иммунной системы ребенка, снижает риск развития аллергических и аутоиммунных заболеваний. Стерильные условия, которые многие родители пытаются создать для своих детей, не только не помогают, но и вредят здоровью ребенка. Объяснить этот феномен очень легко. Абсолютно все системы человеческого организма работают по принципу «кто работает, тот ест». Точно так же, как у марафонского бегуна хорошо развита мышечная система, но из-за постоянного использования, то есть мышцы ног, также и система иммунитета идеально работает на фоне постоянной борьбы с возбудителями инфекций. Безопасно ли делать несколько прививок одновременно? Многие родители волнуются, когда делают прививки сразу от нескольких болезней. Однако наш организм способен легко переработать первые 10 миллионов антигенов и создать к ним антитела. Хотя этих 10 миллионов сразу никогда не бывает, поэтому бояться большого числа прививок не надо. Чем больше мы их одновременно вводим, тем реже приходится родителям ходить в поликлинику. В чем опасность отказа от прививок? Помимо индивидуальной защиты, вакцины дают защиту всей популяции. Если мы прививаем от какой-то болезни, инфекции до 90% людей, то эпидемия просто может и не возникнуть. Благодаря вакцинации, например, были практически ликвидированы паротит, краснуха. Большинство государств, например, в мире имеет сертификат ВОЗ об отсутствии на их территории полиомиелита. Например, Россия имеет такой сертификат 2012 года. Заболеваемость корью сократилась до единичных случаев, также снизилась заболеваемость туберкулеза, вирусным гепатитом В и другими управляемыми инфекциями. 2000 года, когда Россия начали прививать от вирусного гепатита В, заболеваемость уменьшилась в 60 раз, с 62 тысяч случаев в год до менее 1000. Даже в нашем городе, если в 1990-е годы родители повально отказались от прививок дифтерии, у нас открывались отделения дифтерийные, да? И также в детской инфекционной, например, кроме дифтерийного отделения, также были отделения вирусных гепатитов. До 2000 года, благодаря желтым неделям против инфекций, были закрыты противодифтерийное отделение и отделение вирусных гепатитов. Какие есть противопоказания вакцинации? Абсолютных противопоказаний очень немного, и они установлены экспертами Всемирной организации здравоохранения. Например, тяжелая аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию. Все живые вакцины, БЦЖ, оральная полиомиелитная живая вакцина, вакцина против краснухи, кори и эпидемического паротита не вводятся при иммунодефицитных состояниях, злокачественных образованиях и беременности. Временным противопоказанием для прививок является заболевание в острой форме, включая обострение хронических. В этом случае вакцинация проводится после выздоровления ребенка, примерно через 2 недели. Какие осложнения возможны после прививки? Контроль осложнений в нашей стране осуществляется 1998 года. Специализированные научные институты изучают ситуацию в крупных городах. Осложнение от прививок случается, несмотря на то, что каждая вакцина испытывается на огромном количестве людей, предусмотреть индивидуальные реакции невозможно. За 40 лет в России всего было 3 смертельных случая при вакцинации,
Это было от анафилактического шока. Серьезных осложнений не имеется в течение очень многих лет. Были неприятные случаи параличи при применении оральной полиомиелитной вакцины, примерно 10-12 случаев в год. И чтобы минимизировать это количество, 2008 года мы в России прививаем детей инактивированной вакциной, которая не дает осложнений. Также случаются осложнения, часто местные, от вакцинации БЦЖ, то есть прививки против туберкулеза. Большая незаживающая язвочка. Это осложнение неприятное, но не тяжелое. Также случается примерно у 15 детей в год, это имеется в виду по всей России, у 15-20 детей в год при ревакцинации развивается так называемые БЦЖиты. Обследование показывает, что эти дети, у которых наблюдается данное осложнение, имеют врожденный иммунодефицит. И все мы, врачи, уверены, что польза, которую приносит вакцинация против туберкулеза, перекрывает важность этих случаев. И при вакцинации адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной примерно где-то 10-15% детей дают температуру. Температура не является осложнением от прививок, это вот вакцинальная реакция. Можно дать парацетамол, всем известный парацетамол. Стоит ли делать прививки аллергикам, детям, которые имеют аллергические реакции? Да, детям с аллергическими реакциями нужно прививать особенно, потому что дети-аллергики более тяжело переносят инфекции. Конечно, ко всему надо подходить разумно. Если у ребенка наблюдается экзема, надо подождать с прививкой. Но как только аллергические проявления успокаиваются, его нужно прививать под прикрытием антигистаминных препаратов. И напоследок мне хотелось бы сказать, какие прививки рекомендуется делать взрослым. Да? То есть прежде всего мамы должны управлять здоровьем не только своих детей, всей семьи. Ежегодно всей семье нужно вакцинироваться от гриппа. Прививка снижает риск заболеть на 70-80%. Вакцинацию нужно проводить вот в нашем регионе в сентябре-октябре месяце. И каждые 10 лет, до 56 лет, нужно прививаться от дифтерии, чтобы поддержать иммунитет, и от столбняка, чтобы в случае ранения не нужно было вводить противостолбнячную сыворотку. Прививка от столбняка, в отличие от сыворотки, не вызывает никаких последствий. Итак, уважаемые мамы, мы, педиатры, за вакцинацию. Нужно детей прививать. Прививки являются защитниками наших детей. Может быть, какие-то вопросы зададите? Я конкретно отвечу на ваши вопросы. Про импортные вакцины расскажите, как они к нам попадают и почему импортные? Вы имеете в виду, что лучше или как? Нет, ну почему вообще используются импортные? У нас нет своих отечественных? У нас есть против ряда инфекций свои вакцины, да? А есть импортные. А импортные как долго тестируются? Если что касается доказательной медицины, все вакцины проходят очень долгий путь, прежде чем получат разрешение. Они, получается, вы имеете в виду за границей? Нет, они не только за границей, а у нас тоже проходит очень долгую процедуру соглашения. Как только получаем прививку от гриппа, мы болеем. Да, потому что вы получили... Да, это опять же тоже один из мифов. Вы получаете безопасный фрагмент инфекции, да? У вас протекает микроинфекция, поэтому какие-то вот гриппоподобные симптомы могут быть, но осложнений не будет. И вообще вот прививки нужно получать
Первичный иммунодефицит – это очень редкое состояние, которое, слава богу, что оно редкое. Наши мамы очень любят назначать, чтобы врачи назначали антибиотики. Им кажется, что антибиотики лечат вирусную инфекцию. Но дело в том, что антибиотики не лечат вирусные инфекции, а лечат только бактериальные инфекции. Наши врачи назначают неспецифическое лечение. Нет такого препарата против этого вируса, вот этот препарат. Поэтому то, что они назначают согласно стандарта и протоколов лечения. Поэтому чаще всего нужно, вот я еще раз говорю, наши мамочки почему-то ошибочно считают, врач приходила и не назначила лечение. Если врач назначает парацетамол, аскорбиновую кислоту, то считается, что врач ничего не назначил. Да? И сами начинают назначать лечение, которое они прочитали в интернете или услышали у соседки или у подруг. Начинают спрашивать в WhatsApp, что делать у ребенка то-то, что можно назначить. Поэтому я бы хотела сказать, что в понятие управления здоровьем своей семьи входит тоже как можно меньше лекарств, режим дня, рациональное питание, крепкий сон и спорт. Вовремя проходить медицинские осмотры. За этим тоже должны следить мамы, чтобы ребенок вовремя прошел медицинский осмотр, чтобы глава семьи, ваш муж, тоже прошел в обязательном порядке медицинский осмотр, диспансеризацию. А наша задача врачей – информировать вас. Спасибо вам.